Казахстане активистов, резко критиковавших власть, задерживают якобы за нарушение режима ЧП. Правозащитники полагают, что речь идет о мести. Он фактически говорил очень жестко о том, что Казахстан фактически приватизирован одной семьей. Владимир Путин подписал указ, регулирующий взаимоотношения государства и трудовых мигрантов на время эпидемии. До середины июня приезжим рабочим не надо оплачивать патент на работу. У нас в квартире живет 8 человек. Они почти все без работы сидят сейчас. Ждут, когда заканчивается этот карантин. И комендант Бишкека распорядился штрафовать нарушителей карантина на велосипедах и конфисковывать их. В соцсетях иронизируют и публикуют мемы. Раньше велики у горожан отнимали только гопники и воры. Как все меняется. Вы смотрите информационную программу «Настоящее время. Азия». В пражской студии я, Сайхан Цинцаев. Здравствуйте. В Казахстане якобы за нарушение условий карантина и режима ЧП задержали 2 гражданских активистов. И ВВС по обвинению в распространении заведомо ложной информации во время чрезвычайного положения оказались общественные деятели Альнур Ильяшев и Арман Шораев. В соцсетях развернулась акция в поддержку арестованных. Подробности у Шолпана Разбековой. Гражданского активиста Альнура Ильяшева задержали поздно ночью 17 апреля, а уже на следующий день в социальных сетях появилось сообщение о задержании известного медиаменеджера и общественного деятеля Армана Шораева. Обоих власти обвинили по одной статье – в распространении заведомо ложной информации в условиях чрезвычайного положения посредством соцсетей. Однако ни в одном из комментариев пресс-центра МВД не уточняется, в чем конкретно соврали активисты. Вот как полиция комментирует задержание Шораева. Гражданин Шораев неоднократно посредством социальных сетей распространял заведомо ложные сведения, не соответствующие действительности. Своими действиями он создал опасность нарушения общественного порядка. Такое же обвинение было предъявлено и Альнуру Ильяшеву. Гражданин Ильяшев подозревается в распространении заведомо ложной информации. Неоднократные требования прекратить деятельность и не вводить умышленно общественное заблуждение подозреваемый всячески игнорировал. Общественники и правозащитники тут же сделали выводы. По их мнению, причиной для задержания Шораева и Ильяшева послужила постоянная критика власти, в частности, правящей партии Нур Отан. Шораев еще в начале апреля в одном из интервью заявил, что у Казахстана есть только один хозяин. Было предположение, что это из-за его интервью, которое он дал 1 апреля Карлыгаши Женовой на эксклюзив КЗ. Там он фактически говорил очень жестко о том, что Казахстан фактически приватизирован одной семьей. И также есть какие-то претензии у Альнура Ильяшева к партии Нур Отан, то это укладывалось в ключи о том, что в партии Нур Отан либо в стане Илбасы начали нервничать. Политолог и правозащитник Галым Акилеев тоже придерживается мнения, что эти 2 задержания – своеобразное запугивание недовольных действующей политикой власти. Это системная деятельность этой власти, которая привыкла вот эти все дыры закрывать лукавой своей политикой, лживой политикой. И поэтому этому надо положить конец. И президент Токаев должен направлять деньги не на потребности этой элиты, а на удовлетворение простых людей. И вот все это, конечно, говорит о том, что эта власть не способна решать поставленные цели и задачи. Между тем, адвокат Ильяшева заявляет, что задержание было проведено с нарушением прав человека. Больше всего его возмутило, что для ареста Ильяшева был задействован отряд СОБРа. В отношении Ильяшева была применена мера пресечения в виде ареста на 2 месяца, пока будет длиться расследование. Но и содержание в изоляторе временного содержания тоже является незаконным, считает адвокат. После выступления государственного обвинителя прокурора Сибагатова судья ему сделал замечание о том, что все его обвинения, которые они предъявляют Ильяшеву, фактически не относятся к категории уголовных правонарушений, а должно рассматриваться именно в порядке гражданского судопроизводства. Армана Шораева задержали 18 апреля в Караганде, а накануне доставили в Алматы. Адвокат Жухар Утебеков заявил, что его подзащитного выпустили под подписку о невыезде. Мы заявили ходатайство об избрании наиболее мягкой меры пресечения. Следствие с нами согласилось. Это уголовное дело, оно не прекращено, так что оно будет продолжаться. Сейчас посмотрим, чем закончится. Альнур Ильяшев критиковал действующие власти и даже судился с партией Нур Отан. После суда его обязали покрыть нанесенный партийцам моральный ущерб. Арман Шораев – известный медиаменеджер. Он долгое время руководил одним из казахстанских телеканалов и был членом Национального совета общественного доверия, созданного по инициативе Касым-Жомарта Токаева, но позже был выведен из его состава. Шолпан Уразбекова, Павел Энгельгард. Настоящее время. Азия. Казахстан. Алматы.
Казахстанцев не будут привлекать к уголовной ответственности за соцвыплат. Власти страны отказались от этой идеи. Напомню, ранее в Министерстве труда потребовали у граждан, якобы незаконно получивших $95, вернуть эти деньги. В противном случае грозились штрафовать либо посадить в тюрьму. Подробнее об этой ситуации узнаем у нашего корреспондента Юрнура Дажанова. Он выходит на прямую связь из Нур-Султана. Юрнур, добрый вечер. Расскажи, пожалуйста, почему власти Казахстана все-таки отказались от этой идеи наказывать нарушителей? Приветствую, Сайхан. Причиной тому, кажется, стала волна возмущения. Заявление Министерства труда и соцзащиты на прошлой неделе не на шутку взбудоражило население. В ведомстве заявили, напомню, казахстанцы, обманным путем получившие 42 500 тенге, подпадают под уголовную статью. А за это грозит крупный штраф в размере почти в $25 000, либо 4 года тюрьмы. На соцвыплату по новым правилам якобы могут рассчитывать индивидуальные предприниматели и самозанятые, полностью потерявшие доход из-за ЧП. Комично, что изначально власти раздавали эти 42 500 тенге всем, кто подавал заявку, но в определенный момент выяснилось, что эти деньги активно получают и те, кто перешел на удаленку и сохранил, то есть при этом зарплату. И среди них даже есть те, кому частично сократили зарплату. И таких людей, по-видимому, было десятки тысяч, если не сотни. Их чиновники как раз и называют мошенниками. Многие, испугавшись такого поворота событий, ринулись возвращать деньги, но сегодня уже министр труда поспешил всех успокоить. По его словам, никаких проверок не будет и никого привлекать по уголовной статье не собираются. Отмечу, по информации ведомства, 42 500 тенге на данный момент получили свыше 3 700 000 казахстанцев. Это социально ориентированная выплата в условиях чрезвычайного положения. Понятно, что люди хотят максимально все получить 42 500, потому что в целом, если бы даже не было чрезвычайного положения, у нас в целом доходы населения невысокие. У нас заработная плата невысокая. У нас пенсии, пособия тоже невысокие. Ернур, в некоторых регионах Казахстана люди устраивают митинги из-за коронавируса. Расскажи, пожалуйста, что об этом еще известно? Да, в минувшие выходные в Атырауской области нефтяники выходили на акции протеста. Они утверждали, что в вахтовом поселке, где они живут, размещают инфицированных и также контактировавших. Их рабочие потребовали срочно вывести. Местные власти в ответ попытались успокоить возмущенную толпу. По их словам, в поселке у одного из рабочих действительно выявили коронавирус. Всех контактировавших с ним изолировали и поместили в этих самых жилых блоках. Им провели экспресс-тесты. Результат у всех отрицательный, и всех уже отправили по домам. После этого ситуация, как утверждают местные власти, нормализовалась. Что касается общей картины, отмечу, на данный момент в стране зафиксировано почти 1800 случаев заражения, 19 человек скончались. Спасибо тебе большое. Ернур Дажанов был на прямой связи из Нур-Султана. Президент России Владимир Путин подписал указ об урегулировании правового положения иностранцев и лиц без гражданства в стране. Теперь выходцы из Центральной Азии могут не платить за патент на работу до середины июня этого года, а также получить ряд миграционных льгот во время эпидемии. Подробности в сюжете Мусы Казакова. Муслим, как и сотни тысяч мигрантов в Москве, остался на время карантина без работы. После путинского указа у молодого человека появились лишние деньги на покупку еды и медикаментов. Конечно, 5000 рублей не такие большие деньги, но этого хватит на скромное месячное питание одного человека. Ну, основное, как закрыли работу, потом трудно было найти работу другую. Ну, вообще-то очень плохо было. У нас в квартире живет 8 человек. Они почти все без работы сидят сейчас. Ну, ждут, когда заканчивается этот карантин и выйдет на работу. И у них всех патент есть. Ну, это очень хорошо, что вы отменили. Помимо приостановки оплаты патента, отсрочку получили те, кому присудили административное выдворение и депортацию. Теперь в отношении мигрантов запрещено возбуждать подобные дела на срок действия указа. И это не полный перечень. Указ опубликован на сайте президента России. Приостановить на период с 15 марта по 15 июня 2020 года включительно течение. Свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации. Свидетельство участника государственной программы. Разрешение на работу. Патент. Разрешение на привлечение и использование иностранных работников.
По данным Общественной палаты Москвы, в одной только столице России на декабрь 2019 года находилось 1 600 000 иностранных граждан. Большинство до сих пор находится в Москве. Подавляющая часть из них осталась без работы. Эксперты говорят, что подобный указ ждали. На него надеялись, о нем неоднократно просили правозащитники и юристы. К счастью, мнение общественности было услышано. Действие патента замораживать. Или он пусть продолжает платить патент, но тогда бухгалтерия не будет взимать 13% подоходного налога. Мигрант иностранный, когда не работает, он не должен платить вообще, по идее, за патент. Вот. Ну, там бывает у него отпуск, заболел или что-то. А ФМС, они все равно требуют оплати патент, хоть и не рабочий в это время. Потому что патент, он привязан к регистрации. Правозащитники говорят, что нерешенным остался еще ряд вопросов. Например, продлеваются ли сроки патентов тех, кто уже оплатил их, или в итоге они сгорают. Однозначного мнения среди юристов пока нет. Все ожидают разъяснения от Министерства внутренних дел России, которого пока тоже нет. Муса Казаков, специально для программы «Настоящее время. Азия», Россия, Москва. Это программа «Настоящее время. Азия», и мы продолжаем. В Кыргызстане на этой неделе ожидается пик эпидемии коронавируса. Пока за последние сутки там зафиксировали 14 новых случаев заболевания. Всего в стране выявили 568 инфицированных COVID-19. Нашим корреспондентам сегодня удалось поговорить с местной жительницей по имени Айсулу. Девушка и несколько ее родственников заразились коронавирусом. Сейчас они находятся в инфекционной больнице Бишкека. С Айсулу пообщалась наш корреспондент Жибек Бигалиева. Сейчас она на прямой связи с нами. Жибек, добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, что вам рассказала Айсулу? Привет, Сайхан. У Айсулу очень непростая ситуация. Коронавирусом заболела почти половина ее семьи. По предположению девушки, первым вирус подхватил младший брат мужа, они всей большой семьей жили вместе. В 20-х числах марта где-то он прилетел из Москвы, и самое интересное, что первый тест, экспресс-тест, который сделали ему по прилету, показал отрицательный результат. И вот он приехал домой, побыл несколько дней с семьей, и спустя несколько дней симптомы коронавируса проявились у его матери, это свекрови, то есть сама Айсулу, с которой мы разговаривали. Ей становилось все хуже и хуже, и потом, когда повторный тест сдали кровь, свои анализы все члены семьи, выяснилось, что коронавирус был у свекрови, у того самого молодого человека, младшего брата мужа Айсулу, у двоих детей ее. И всех их, получается, госпитализировали. Но самое интересное, что вирус почему-то не подхватил муж Айсулу и один из детей. Хотя, понятное дело, что они все вместе жили. И вот о том, как они себя чувствуют и как вообще все это происходило, Айсулу согласилась нам рассказать на камеру. Брат мужа приехал из Москвы 24 марта. У него сразу взяли анализ, и через 20 минут сказали, что результат отрицательный. Он приехал домой, где мы все вместе живем, и через несколько дней стало плохо моей свекрови. Ей 54 года, у нее есть проблемы с сердцем. Мы подумали, что это обычный грипп, потому что у свекрови он обычно так и проявлялся. Ей не становилось лучше, и мы позвонили в местный ФАП. Все это время за нами наблюдали, так как брат мужа вернулся из-за границы. Сразу после этого его и свекровь забрали в инфекционку. Когда результаты анализа показали, что коронавирус есть у двух моих детей и у меня, нас тоже забрали в инфекционку. Однако у моего мужа и среднего ребенка анализ показал отрицательный результат. Сейчас я и мои дети чувствуем себя нормально. Температуры у нас нет, никаких симптомов нет. За нами наблюдают врачи. Однако свекровь сейчас в очень тяжелом состоянии. Она на вентиляции легких. Мы очень переживаем. Айсулу рассказала, что в первой больнице, инфекционной в районном центре, были не очень хорошие условия, и больница, по ее словам, совершенно была не готова к приему людей с таким опасным вирусом. Но в инфекционке, в городской, в столичной сейчас, где они находятся, по ее мнению, тоже есть какие-то проблемы. Допустим, она считает, что врачи не очень хорошо обеспечены средствами индивидуальной защиты, хотя считается, что инфекционная больница сейчас одна из самых обеспеченных во всех смыслах. При этом правительство продолжает уверять, что медики, санитары, врачи обеспечены масками, костюмами защитными, но уровень количества зараженных, инфицированных медиков все равно остается довольно высоким. Каждый четвертый человек с COVID-19 – это медицинский работник. Ну что ж, будем надеяться, что эта семья поправится. На прямой связи из Бишкека была Жибек Бигалиева. Спасибо. Усилить изоляцию и забрать велосипеды. В столице Кыргызстана комендатура решила изымать двухколесный транспорт у нарушителей режима ЧП. Рейды уже начались, а на какой закон опираются власти, еще не ясно. О реакции горожан расскажет Дарья Тимофеева.
Благодарить сознательных граждан, ругать несознательных и вводить какой-нибудь запрет. Так практически каждый день проходит брифинг коменданта Бишкека. Сегодня утром Алмазбек Аразалиев озвучил новые ограничения, на этот раз для велосипедистов. Насчет велосипедов. Советую не кататься по городу. В случае выезда или нарушения требований норм режима чрезвычайного положения, ваши велосипеды будут временно изыматься. На основании какого закона у граждан решили конфисковывать частную собственность, власти не уточнили. Но уже через час после окончания брифинга милиция бросилась исполнять приказ. Появились видео и фото задержанных владельцев велосипедов. Ребята, не выезжайте на велосипедах. Они останавливают для проверки документов. А потом везут вас в РОВД. Так что сидите дома, катайте на станках. От возмущенных кыргызстанцев в комендатуре сотнями посыпались вопросы. Люди пытались узнать, чем опасен велосипедист и что теперь делать волонтерам. Сегодня велосипед – враг номер один. Завтра самокат, ролики. Послезавтра… Веловолонтеры выполняют важную миссию по доставке жизненно необходимых лекарств. Они уже доставили более 500 посылок с инсулином. Просим им выделить велопропуски. А если я езжу на работу, у меня есть все справки? Может, вы запретите продавать левые пропуска для водителей дорогих авто? Давайте разъяснений в комендатуре не стали. Народ в ответ в интернете начал гадать, какими будут следующие шаги властей, каких еще ждать запретов. Советуем не гулять по городу пешком. В случае нарушения норм ЧП ваша обувь будет временно изыматься. Раньше велики у горожан отнимали только гопники и воры. Как все меняется. Как бы ноги ни назвали средством передвижения и не изъяли. В сети разлетелись фотожабы. Народ шутит, что юмор пока еще разрешен в карантине. Независимые юристы тем временем признали инициативу комендатуры незаконной. Но, как показывает опыт, зачастую для чиновников в Кыргызстане это не повод, чтобы отказаться от своих решений. Дарья Тимофеева, Тимур Тимаев. Настоящее время. Азия. Кыргызстан. В Узбекистане общереспубликанский карантин продлили до 10 мая. Специальная комиссия разъяснила, что эта мера необходима, цитата, в целях сохранения результативности проводимых карантинных мероприятий. Сейчас в Узбекистане более 1500 инфицированных. По официальным данным, новых случаев заражения за последние сутки не зафиксировали. В то же время власти готовят страну к посткарантинному периоду. Для сфер торговли и услуг устанавливают новые правила работы. Водители такси теперь обязаны носить во время поездок спецодежду, комбинезон, маски и перчатки. Ранее власти разрешили водителям машин, имеющим лицензии на перевозку пассажиров, заниматься доставкой без получения специального разрешения. Им позволено доставлять продукты питания, лекарства, медицинские средства и другие товары первой необходимости. Кроме того, власти ввели новые правила торговли на фермерских рынках и в крупных продуктовых магазинах. Отныне торговля должна вестись в так называемом зигзагообразном порядке с сохранением социальной дистанции в 2 метра. Аналогичные правила распространяются также на торговлю непродовольственными товарами. И напоследок о коронавирусе в цифрах, точнее о том, как эти самые цифры правильно воспринимать. Зачастую люди непосвященные делают совершенно неправильные выводы из опубликованных данных. А тем временем статистику, которая у нас есть, нужно изучать исключительно в контексте. И вот почему, рассказывает Анна Шаманская. Официально в мире более 2 миллионов людей с диагнозом COVID-19. Но реальное количество заболевших мы, наверное, не узнаем никогда. Сведения о росте и спаде случаев заражения в разных странах тоже могут вводить в заблуждение и не показывать реальной картины. Статистику, которая у нас есть, нужно изучать исключительно в контексте. И вот почему. Один из наиболее популярных сайтов, который отслеживает распространение коронавируса по миру, это интерактивная карта от американского университета Джонса Хопкинса. На сайт заходит более миллиарда раз в день, а на данные проекта полагаются СМИ, представители частного сектора и правительства. Студенты-докторанты, которые отвечают за проект, обновляют карту, ссылаясь на данные ВОЗ и местные органы здравоохранения. Но необработанные данные о коронавирусе, предоставленные вне контекста, могут быть неверно интерпретированы. Во-первых, правительства постоянно меняют правила проведения тестов на коронавирус в своих странах. То есть даже данные конкретных государств и те непоследовательно, не говоря уже о глобальной картине. В Швейцарии, например, первые пару недель пандемии тестировали только людей с тяжелыми симптомами, а в середине марта начали проверять и более легких пациентов. Тогда-то количество подтвержденных случаев в стране и пошло вверх.
Во-вторых, каждая страна проводит разное количество тестов. Система здравоохранения в Великобритании, например, пока что проверяет на COVID-19 только тех, кого считает достаточно больными. А правительство Исландии, наоборот, пытается протестировать как можно больше людей. В исландском министерстве здравоохранения заявили, что к 25 марта в стране провели 12 615 тестов на коронавирус. То есть власти проверили 3,4% населения страны, где живут 364 тысячи человек. Новый коронавирус обнаружили у 802 человек. Половина из них не испытывали связанных с болезнью симптомов. В итоге, по официальной статистике, в Исландии коронавирус нашли у 0,2% населения страны, а в Великобритании у 0,08%. А дело лишь в разном количестве проведенных тестов. В-третьих, существуют разные тесты. Российское научное издание PCR News считает, что причина относительно небольшого количества поставленных диагнозов COVID-19 в стране – это низкая чувствительность использованной тест-системы. Издание предполагает, что во время разработки тестов у российских ученых могло не быть клинических образцов от пациентов и штамма инфекции для ее определения. Поэтому эти тест-системы не всегда могут обнаружить заболевание на ранних стадиях или при низкой концентрации вируса в организме, а следовательно могут давать ложно-отрицательный результат. Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом обещал заменить тест-систему на более эффективную. Наконец, есть страны, которые вообще не заинтересованы своей статистикой делиться. Официально в Туркменистане нет ни одного случая заражения коронавирусом, а из буклетов, которые распространяет Минздрав страны, исчезло упоминание болезни. То есть доступная статистика не отражает точного количества заболевших. Особенно потому, что 80% инфицированных COVID-19 испытывают легкие симптомы или не испытывают их вообще. Статистика важна для того, чтобы правительства могли распределить ресурсы на борьбу с болезнью и понимать, какие меры помогают этому. Но такие данные обязательно нужно воспринимать в контексте. И в завершении выпуска сегодня на канале «Настоящее время» очередная серия программы «Азия-360». Автор проекта Адилет Бектурсунов расскажет о том, как власти стран региона используют ситуацию с коронавирусом в своих целях. Карантин ограничил не только социальные контакты, но и работу СМИ. Между тем, обычные люди остались без средств к существованию. Вот мясо, вот деньги. Мы стартовали челлендж, который называется «Кто, если не я?». Суть челленджа этого заключалась в том, чтобы люди не проходили мимо тех, кому сейчас сложнее всего. Спасибо вам за то, что вы мне помогли, что вы мне дали дальше еще прожить. По идее, мы этого всего не должны делать, да? Мы должны были сидеть, и государство должно было прекрасно справляться. Им настолько доверия они потеряли. Наталья Ивановна, это вам. Держите. А я еще раз напомню, что проект «Азия-360» вы сможете посмотреть сегодня на нашем канале в 22:30 по времени Бишкека и Нур-Султана и в 19:30 по Москве и киевскому времени. Не пропустите. Ну что ж, это были все новости, о которых мы хотели вам сегодня рассказать. Смотрите нас в социальных сетях, в эфире своих национальных телеканалов и в режиме прямого эфира на канале «Настоящее время» в YouTube. Меня зовут Сайхан Цинцаев. Желаю вам не болеть. Хорошего вечера. До встречи в эфире. Пока. После 90-х прошло где-то лет 10, дороги нет, и люди стали потихоньку бросать, уезжать. На поезде это было бы удобно, если бы хотя бы 3 раза ходил. Как только появилась информация о наличии коронавируса в стране, я создала штаб добра. Мы стартовали челлендж, который называется «Кто, если не я?». Суть челленджа этого заключалась в том, чтобы люди не проходили мимо тех, кому сейчас сложнее всего. Я расскажу вам о том, как проходит жизнь людей в изоляции, какие положительные стороны они нашли в этой ситуации и чему научились.